Всем добрый день, меня зовут Лилия, я из города Бирск. Каждый, наверное, из нас сталкивался с такой проблемой, когда ребенку не хватает внимания, и он идет по наклонной, скажем так, плоскости, становится хулиганом, становится дручуном, и то хуже, там, алкоголик, наркоман, не дай бог, конечно же. Мой проект, получается, называется «Я могу», к сожалению, я не смогла предоставить презентацию из-за технических неполадок. В принципе, проект реализован будет в нашем городе. Со следующего года он планируется на проведение на год, на 12 месяцев. То есть работа с детьми, которые состоят на учете. Это отдел по делам несовершеннолетних. И можно немножко микрофон, пожалуйста, убавить? Тут слишком громко. Спасибо. Получается, у каждого есть, наверное, такие в селе или даже в ваших районах ситуации, когда ребенок не знает, чем ему заняться, не знает, как себя занять, и идет, вот как я уже сказала, по наклонной плоскости. То есть, например, ребенку не хватает внимания дома, не хватает друзей, не хватает, в принципе, нечем заняться. Он сталкивается с плохой компанией, естественно, и уже к сути проекта, хорошо. Мой проект, получается, работа с психологами, различные интерактивные игровые площадки, лекции, воркшопы, различные мероприятия, диалоги на равных с известными людьми нашего района, Республики Башкортостан. Те, кто проходил через это, также у нас вот есть, не буду говорить пока кто это, потому что мы не знаем, сможет ли он приехать. Он сейчас находится за границей, довольно известный человек. У него тоже такая ситуация была, он был не очень хорошим человеком, он закончил, скажем так, школу в 7 классе, его отправили, скажем, в детскую колонию, и он взял себя в руки, ему помог очень хороший психолог, который также будет участвовать в нашей программе, в нашем проекте. В принципе, все, что можно сказать вкратце, я уже сказала, то есть это проект направлен на работу с детьми, которые состоят на учете. А для того, чтобы внеурочно их занять, будет реализовываться тренинги различные личностного роста, также психологические какие-то вопросы, какие-то они смогут, у них у каждого будет наставник, вернее, у наставника будет по несколько детей, подростков, которые будут участвовать у нас в проекте. Что еще могу добавить? Результатами будет понижение детско-подростковой преступности, повышение желания, скажем так, приспособление к пропаганде здорового образа жизни, различные мероприятия, профилактика, так как наши дни, которые мы соблюдаем, я являюсь руководителем общественной организации в своем районе. Профилактика, которой мы занимаемся, это групповые или же индивидуальные беседы, какие-то лекции, которые мы тоже также проводим. Их не хватает. Для этого я написала проект, в который включила различные интерактивные площадки, какие-то мероприятия, которые будем вести не только мы, но также и психологи, также и приезжие гости. Спасибо, пример, да. Понятно, тоже в комментарии скажу, заявочку нужно, да, посмотреть, чтобы так далее дальше прорабатывать. Угу. Уже сразу могу сказать, что не проработано, да, на самом деле, тут работы еще много, да, все тезисно, кратко написано, но понятно, что так не пойдет, вот. Но тоже страна молодежного проекта офиса готовы помочь, потому что, опять же, в молодежных конкурсах есть отдельная номинация, да, негативные проявления молодежи в различных направлениях, вот. Поэтому такие проекты тоже поддерживаются. Но нужно дорабатывать. То есть вы там понимаете, да, что вы хотите, но это все нужно в заявку хорошо перенести, расписать. Я думаю, вопросов никаких не будет. К нам тоже обращайтесь, соответственно, я думаю, поможем вам доработать уже и подскажем, где на каких площадках, самое главное, вы можете получить финансирование. Да.
Ну и подростки с таким поведением, да, деструктивным. Мы же понимаем примерно, откуда это идет. Вот. С точки зрения своей работы скажу. Трудовое воспитание, да, очень помогает. И в советский период были как раз, когда студенческие отряды были очень популярны. В их отряды включали вот таких ребят, которые, как вы говорите, катятся по наклону. Ну и они там очень сильно менялись, потому что слова взрослых и родителей для ребенка-подростка совершенно ничего не значат. Значит, слова ребят такого же возраста, которые ведут меня, да, к какой-то цели. Может быть такое, посмотрите, в Бирске у вас сейчас очень активно развивают трудовые отряды, пока на базе филиала Башгосуниверситета. Может что-то совместно с ними вместе сделать. Да, мы с ними уже общались по поводу этого темы, они тоже готовы помогать, если же проект мы сможем все-таки реализовать. Потому что мы сейчас готовим тоже такой проект, то есть можно здесь как-то вместе подискутировать потом. Ну и да, когда видишь проект с самого начала, уже проще понимать, о чем вы говорите. И приступим, начнем заниматься... Так, вопрос такой, это вообще проект однодневный или что такое? Это проект для реализации на год. Если же все-таки удачно будет, мы будем предлагать уже и писать проекты для других районов, для других регионов. Он реализуется в течение 12 месяцев, а это учитывая учитывая месяц организационных вопросов. Ну блин, короче, непонятно. Вот 1500 рублей на 4 психолога или на одного психолога на 4 часа, не знаю, короче, 6000 рублей, но в итоге он год должен работать, да, этот психолог? Там получается то, что есть психологи, которые у нас готовы работать Бесплатно? не то чтобы бесплатно, за спонсорскую какую-то поддержку, поэтому их в смете не включали, так как там у нас договоренности определенные То какие-то. есть у вас целый год, у вас комплекс мероприятий, очень много, значит, встреч с такими детьми, очень много проведений мероприятий, там приезжает человек из-за границы, на личном опыте общаясь, показывает, что он, ну, нельзя тебе, может достичь успеха, да, как-то так, вот это надо рассказать, что-то я как бы, но в целом, тогда совет такой, первый, значит, поработать над выступлением, потому что конкретика должна быть, у вас все в голове есть, но вы от одной темы второй прыгаете, нужно четко рассказать нам. И второй момент, конечно, вот поработать, то есть такой большой объемный проект не может там быть на 5 листах, и в каждом пункте вот столько слов. Тут очень много всего. Проектный офис, как называется? Да, молодежный проектный офис на Ленина 10. Вот они, ребята, вам помогут, и я думаю, онлайн. Так как в районе, то есть дистанционно Ну тоже. и плюс можно добавить профилактику вот такого поведения у подростков, да, включить как вариант. Ток-центр Умникум — это замечательное место. Они готовы с вами, да, сотрудничать? Да, ток-центр Умникум, он в принципе готов не только для этого проекта. У меня несколько проектов есть в наличии, они в принципе готовы выступать в роли спонсора. Все, спасибо большое.